открывается памятник советскому солдату. Его установили еще несколько дней назад. Сегодня торжественное открытие. Ветераны хоть не могут присутствовать на торжестве лично, но смогли наблюдать за происходящим в режиме онлайн. Им, всем фронтовикам и труженикам тыла, Рустам Минниханов пожелал здоровья и долгих лет жизни. Это памятник всем жителям Татарстана, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной. Из 700 тысяч земляков, ушедших на войну, каждый второй погиб в боях за Родину. Память о героях будет вечно жить в наших сердцах. 9,5 метров высотой и весом почти 3 тонны. Скульптура, прообразом которой стал наш соотечественник Гази Загитов, изображает советского солдата в момент взятия Берлина. Для создания образа мастера изучили десятки архивных фотографий и материалов. И хотя самого героя уже нет в живых, здесь он молод, здесь он победитель. За цену они не постояли. Сегодня ветераны снова в строю и по видеосвязи поздравляют татарстанцев. Первым слово герою Советского Союза Борису Кузнецову. Несмотря на возраст 94 года, голос до сих пор командный. Еще будучи мальчишкой 16 лет, участвовал в боях против немецких фашистов. Да, это были суровые годы для нашей страны, для нашего советского народа. От всей души я поздравляю в сегодняшний день весь народ нашей прекрасной России. По 16 часов у станка. О вкладе тыловиков в победу рассказывает герой соцтруда Ильдус Мастюков. Он же создатель знаменитой системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой». Сегодня мы отмечаем большой праздник, великий праздник. Нельзя не отметить большой вклад Татарстана в победу нашего народа. 40 лет службы в вооруженных силах СССР. Генерал-майор Ахат Юлашев рассказывает о героизме татарстанских солдат. Наши воины участвовали в битвах и сражениях под Москвой, Сталинградом, Курском, снятии блокады Ленинграда, при форсировании Днепра, проявив при этом мужество, отвагу и героизм. Советский народ понес наибольшие потери в годы войны. Тех, кто не дожил до этого юбилея, кто погиб на полях сражений, помянули минутой молчания. Цветы к вечному огню и монументу матерям и вдовам погибших солдат в память возлагают их первые лица республики. Легендарная «Катюша», танки и автомобили времен Великой Отечественной. Автоколонна останавливается у домов, где проживают ветераны. Сегодня все внимание им. Показывают технику и президенту. Это день победы, это праздник, сединою на висках. Этот праздник нельзя отменить, нельзя перенести. Сегодня песню «День Победы» артисты исполнили в режиме онлайн. Им подпевали ветераны. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Этот памятник напоминания новым поколениям о том, как наши солдаты защищали свою родину, какой ценой была выкована победа. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.